Меня впечатлило разнообразие зданий, архитектурных стилей, очень необычной формы, ну и сама величина города. То есть можно, я не знаю, как, можно еще строить и строить дальше, да, и не будет тесно. Вот, то есть огромные масштабы города, они впечатляют. Самую интересную информацию я сразу публикую. Ну, первый день мы посетили университет, Назарбаев университет, и я опубликовал, там вся информация, и люди начали лайкать, да, там комментировать, вот бы нам так, да. Вот, так что про образование, про медицину, конечно же, интересно. То есть общее направление, где нам стоило бы получить опыт казахстанский. Да. У меня специальность по туризму, да, и магистратуру тоже закончил, так что я очень хорошо знаю эту тему. И я знаю туристов, которые любят именно по шелковому пути путешествовать, то есть они специально делают маршрут, чтобы по шелковому пути пройтись. И да, это очень перспективно. Я всеми руками, ногами за, чтобы это развивалось у нас. И это было бы круто, потому что контраст очень большой. Да? То есть с Казахстана приезжаешь в Узбекистан, смотришь историю, в Казахстане видишь современную архитектуру, да, и классно. Это понятно, то, что в Узбекистане исторический туризм он очень развит, да, но сейчас мы больше продвигаем внутренний туризм в плане экотуризма, то есть природа. И я знаю, то, что в Казахстане очень красивая природа, каньоны. То есть по каньонам можно вообще отдельный тур сделать, потому что в Сурхандаре у нас тоже есть каньоны свои, и они очень завораживают. Вот можно именно по горным районам именно и Казахстана, и Узбекистана сделать, и Таджикистан туда присоединиться. То есть именно природный туризм, он очень тоже имеет огромный потенциал. А исторически он как бы по умолчанию он уже есть.